Ага. Начинаем очередное занятие школы блогеров Общественной палаты Республики Саха-Якутия. У нас определенные технические проблемы. Вот сегодняшнее занятие мы посвящаем видеоблогам YouTube и TikTok. Но, как мы обсуждали на первом занятии, сейчас наиболее активно развивается видеосервис TikTok. Вот, и сегодня на занятии присутствуют депутаты Государственной Думы Российской Федерации Федот Семенович Тумусов, который является известным TikTok-блогером. У него свыше 150 тысяч подписчиков в TikTok. Также он очень активно работает в социальных сетях. Вот, и попросим Федота Семеновича рассказать об его опыте работы в социальных сетях и особенно Так, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Николая Барамыгина за приглашение участвовать в столь интересном мероприятии Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Значит, ну, я понял так, что предмет сегодняшнего разговора – это видеоблоги. Ну, я хотел бы остановиться на 3 моментах. Вообще, в целом, о тенденциях, значит, ну, будем говорить, журналистики, блогерства. И второе, как я докатился до такой жизни, как я стал, можно сказать, блогером, да, и обозвали даже дедом-тиктокером. И третье, конечно, как я работаю с этим тиктоком. Ну, первое, вот сегодня как раз, ну, вчера, но сегодня уже в Facebook опубликована интересная информация моего Facebook френда, друга Владимира Снегирева. Владимир Снегирев – это известный журналист, он собственный корреспондент газеты «Российская газета», и он сегодня опубликовал интервью с одним господином Мирошниченко, в котором, значит, Мирошниченко сказал о том, что ближайшие, через 15 лет вообще традиционные СМИ, не только газеты, не только телевидение и радио, они все исчезнут в том виде, в котором сегодня существуют. Он даже сказал более того, ближайшие 5 лет это агония традиционных средств массовой информации, а следующие 10 лет это как бы конвульсии, то есть смертные конвульсии. То есть это все уйдет. Они просто держатся на том, что еще есть демографическая ниша, то есть люди определенного возраста, которые воспитывались на печатных СМИ, на телевидении, на радио. А современная молодежь, студенты, она и даже в газеты в руках не держала. Они сразу выросли с гаджетом в руках. Поэтому они будут в совершенно другой информационной среде жить. То есть это объективная реальность. И поэтому то, что вы проводите такое обучение, это очень похвально, потому что, ну, надо сесть на поезд, хотя бы на последний вагон, для того, чтобы в ритме жизни жить, значит, и нормально наслаждаться жизнью. Вот для этого нужно, чтобы все мы с вами общались в социальных сетях, в интернете. Значит, это вот объективная необходимость. Второе, как я пришел. Значит, ну, все вы знаете, что я оппозиционный политик, и как 20 лет назад, значит, был наложен запрет на то, чтобы Тумусова показывать по телевизору, по радио и в газетах официальные правительственные не пускать. Разными путями. Я, значит, создавал свою газету, помните, «Наше время», потом газетой «Крым», значит, был учредителем, то есть пытался, значит, на газетах, даже были мечты создать собственное телевидение, но потом появились социальные сети, естественно, я туда и перешел. Для того, чтобы информировать о своей работе, о своей политической деятельности. Так я стал сначала Фейсбуком, потом Инстаграм, ВКонтакте. Значит, ну, в Одноклассниках меня нет. То есть это была вынужденная. Меня как бы вынудили, чтобы я активно вел себя именно в социальных сетях. Значит, но это хорошее вынуждение, потому что действительно я оказался, значит, ну, как бы в ритме развития всего
можно сказать, человечества, естественно, и Российской Федерации. Теперь, что касается ТикТока, значит, деда ТикТокера, да, значит, естественно, почему я туда пошел, во-первых, потому что мне нравится работать с молодежью. Вы, наверное, некоторые из вас слышали, что у меня есть так называемый дискуссионный клуб студентов, здесь, которые учатся в Москве, с которыми я периодически встречаюсь, обсуждаем всякого разного рода вопросы. И вот эта форма работы с молодежью, значит, и ТикТок, это изначально, когда он появился, он, естественно, был создан для молодежной аудитории, но сегодня ТикТок уже аудитория расширяется, насколько я понимаю, значит, там уже 35-40 лет уже тоже активно сидят на этом ТикТоке. Особенность этой социальной сети в том, что там в основном молодежный контент и молодежные так называемые тенденции и тренды. Естественно, значит, я не могу сказать, что я там мыслю так же, как молодежь, но для того, чтобы на языке, понятном для молодежи, с ними общаться, чтобы доводить до них свои мысли, свои идеи, естественно, значит, я и туда пошел, чтобы с ними общаться на понятном языке для молодежи. И когда только начал, я думаю, что это нашло очень большое понимание, но во время предвыборной кампании мы допустили там одну ошибку, и на этой ошибке, естественно, значит, многие воспользовались и очень сильно поработали. Так? И мы это дело немножко притормознули, но и сейчас опять начали на нем заниматься. На самом деле и для YouTube, и для ТикТока важен оператор и режиссер. То есть ты можешь быть сам, значит, и оператором, и режиссером, то есть сам снимать, сам выдумывать сюжеты, сам делать сценарии и так далее. Да, вот молодежь в основном так делает. У меня внучка, например, так делает, она там сама себя снимает, сама как бы выдумывает, сама размещает. Но поскольку у меня деятельность в основном политическая, значит, так особо не получается. Поэтому у меня есть помощник, студент 3-го курса Высшей школы экономики. Вот он, значит, очень активно работает в ТикТоке, улавливает тенденции. Естественно, мне предлагает разного рода вот эти посты. Значит, я сам даже удивляюсь, есть посты, которые набирают до 2 миллионов просмотров. Они достаточно простые, очень даже простые, и почему-то они находят. А это секрет только в том, что так называемый тренд. То есть там музыка и сама по себе вот эта динамика развития событий, значит, он, ну, если так по-нашему сказать, то становится модными, а для них это тренд. Значит, и мы сейчас как бы взяли, ну, как бы выработали такую концепцию, что будем освещать работы депутата Госдумы понятным для молодежи языком. Хочу сказать, что молодой человек, он пошел даже дальше. Сейчас пишет курсовую работу именно по ТикТоку, значит, именно для, как называемый политический сегмент ТикТока, будем так говорить. И таких политиков, которые занимаются в ТикТоке, по России очень мало. Очень мало. И ваш покорный слуга там, ну, можно сказать, без всякого бахвальства, она где-то в первых рядах. Ну, поскольку мы одним из первых начали, и мы там в первых рядах находимся. И намерены развивать. Понятно, с учетом тех ошибок, которые мы допустили во время предвыборной кампании. Да? И дальше будем еще работать группой студентов, которые тоже будут писать курсовые работы, а может быть даже дипломные работы, каким образом развивать вот политический сегмент именно ТикТока у нас в Российской Федерации. То есть эта работа приобретает некий, не просто вот там какой-то контент сняли, показали и как бы что-то там набрали, да. На самом деле это уже превращается в серьезную научную работу, а возможно и серьезное какое-то направление будет. Поэтому
несмотря на то, что меня прозвали дедом-тиктокером, на самом деле это очень серьезная, основательная работа. Может быть, не все получается, но вот примерно таким образом. Так, ну, хотел бы пожелать всем участникам школы блогеров и вообще всем общественным деятелям нашей республики быть активными в социальных сетях. Потому что, ну, мы же знаем, что Якутия – это самый ватсапированный регион Российской Федерации, а может быть даже мира, да. Все пользуются WhatsApp и WhatsApp, значит, информация. Когда приезжаю в Якутию и вообще здесь все время спрашивают, да, а это правда, а это неправда, а это как? Да, действительно, одним из особенностей сегодняшнего информационного поля является, ну, так называемые фейки. Значит, ну, я по моим оценкам, около 70% информации это фейки. А люди этим фейкам верят, некоторые сомневаются, но в любом случае эти фейки влияют на сознание, естественно, на ритм людей и так далее. Даже вот мне некоторые высказывают такую мысль, да, вот на селе люди перестали работать, не хотят идти ухаживать там за живностью, они сидят, лучше сидят на гаджете и смотрят этот WhatsApp, с начала до конца читают. Могут получать там до 200, до 500 всяких разных этих, и читают, и вникают, потом не могут понять, где правда, где ложь, где фейк, а где реальная правда. Поэтому есть такая проблема, как вот каким образом отбирать, разбираться, где фейк, где правда, где неправда, и где вот это очень важная проблема. Если бы вот Николай Бараминович его с огромным опытом не только блогерства, но вообще познания информационной системы мира, я ему просто белой завистью завидую, он умеет читать и на японском, и на английском, и сахалы, и по-русски, поэтому он может как бы вот это направление. Главная проблема, как различать фейки, по каким признакам различать фейки. Потому что фейки, они, значит, очень влияют на нашу с вами жизнь. Но для меня таких проблем нет. Я любую... Вот супруга говорит, вот в интернете написали. Я говорю, а где написали? Кто написал? Где там, в Одноклассниках, в WhatsApp или где? Как только она мне скажет, я говорю, это понятно, это фейк, и оттуда, откуда ноги растут. То есть у меня как бы внутренний механизм оценки этого неким образом, значит, ну, практически, можно сказать, на основе опыта выработался. Вот как людям, простым людям помочь вот эти систему ценностей выработать, чтобы... Вот главное, это система ценностей, выработать, чтобы различать этот фейк. Это самая глобальная проблема, я думаю, сегодняшнего дня и будущего. Ну вот, я прошу прощения, потому что сейчас мне скоро надо на пленарное заседание идти. Если есть вопросы, я готов ответить. Спасибо. Вот. Но во время избирательной кампании, как вы вот сказали, да, вы очень активно размещались в ТикТоке. Ага. И вот этот, я запомнил вот ролик, где вы вот так вот показываете. Ага. Он примерно сколько набрал просмотров, этот ролик? Вы знаете, он когда первый день поставили, он сразу набрал 400 тысяч просмотров. Но когда противники использовали в другом смысле, да, вот мы-то показывали программу партии, а эти надписи заменили и как бы выставили. Вот я то, что сказал, была одна ошибка грубая, да, вот это была ошибка наша. Значит, ну, мы его сняли. Значит, он мог бы спокойно, по нашим оценкам, мог набрать 1,2 миллиона запросто. Но мы его сняли, потом обратно поставили, но он где-то 300 тысяч, по-моему, набрал и пока стоит. Вот, там в чем ошибка была? Там была ошибка в том, что вот мы продвигали образ такого, ну, будем говорить, респектабельного, нормального, серьезного политика, а там картинка была такая, какой-то там действительно дедушка стоит в каком-то желтом балахоне и чем-то там махает. И вот эти надписи, когда поменяли, допустим, мы предлагаем там справедливый базовый доход, а там написали, я хочу большую зарплату, да, ну и там другие дела. Естественно, это и потом распространяли в WhatsApp, она, естественно, очень большой урон нашей выборной кампании, он, конечно, нанес.
Вот я про это говорю, что это была одна ошибка. После этого мы его остановили, мы месяца полтора не выходили вообще в ТикТок, и сейчас уже начали потихоньку возвращаться. А вот у вас в других социальных сетях количество подписчиков, вот в Инстаграм, например? Ну, в Инстаграме 52 тысячи, а в Фейсбуке, значит, 4 700 и еще 3,5 тысячи подписчиков, ну, френдов и подписчиков. Ну, в среднем, значит, где-то я, как участие в социальных сетях, где-то посередине среди активных депутатов Государственной Думы. Ага. То есть, получается, многие депутаты активно работают в сети, да? На самом деле, не так уж много депутатов активно работают, но есть, конечно, активные, которые очень, ну, известные, там, миллионами подписчиков и так далее, но мне до них далеко, но у меня нет цели их догонять. Вот, например, звездой политической небосклона у нас является Сардана Авсентьева. Я очень горжусь своей землячкой. У нее вообще Инстаграм это супер, как только она выдает, там очень много и лайков, и подписчиков, и комментариев хороших очень много. Это очень хороший пример. Она сама пишет, насколько я знаю, и очень хороший контент у нее получается. Ясно. Надо ее пригласить, между прочим, на вашу школу. От нее больше пользы будет, чем от меня. Не, ну, этот Инстаграм, ну вот на завершающую, может, ее тогда позовем по вашей рекомендации, я на нее выйду обязательно. Ага. Вот, а у вас длительность роликов сколько получается вот в ТикТоке? Ну, в ТикТоке они коротенькие, да, до 30 секунд, около 30 секунд, вот вокруг да около. Коротенькие, потому что длинные, ну, условно говоря, молодежь не смотрит. Больше минуты уже они там выключаются. То есть, тогда получается, вот планирование ролика заранее очень большая роль, да, то есть, что снимать, как снимать, уже все надо полностью заранее подготовиться и оператор просто снимать, так получается? Да, я же вам сказал, что у меня есть помощник, студент Высшей школы экономики, он, условно говоря, у него там вырабатывает свои сценарии и звонит, мы встречаемся. Для меня вот по времени, да, это занимает, можно сказать, минут 10, он там пришел, уже 5-6 сюжетов снял, и уже на 2-3 недели у него есть запас материала, по которому он делает. Для меня это 10 минут, ну, короче, если даже взять весь, 30 минут в месяц, может быть, я занимает это сниматься. Он говорит, я, может быть, способный, там, говорит, улыбайся, ходи, там, еще что-то, я это делаю. В этом смысле я, как бы, очень четко выполняю его команду, поэтому у нас нормально получается. Но по времени это очень мало, для меня очень мало времени, но для него, конечно, много, потому что он потом монтирует, музыку там ставит и так далее. Потом не просто вот выкладывает, мы его обсуждаем там. Раньше мы обсуждали так, взлетит или не взлетит этот ролик, да, вот обсуждали. Потом что-то правили отдельно. А сейчас мы уже по-другому смотрим, навредит или не навредит. Если не навредит, то пускай. Есть такое. Ну вот такой честный разговор. Ясно. Еще есть вопросы, Федот Семенович? Спасибо, пока нет. Спасибо. Ну, спасибо большое, Федот Семенович. Спасибо. Большое спасибо, что вы приняли. Я извиняюсь, мне надо на пленарке идти, поэтому я отключусь. Ага, хорошо, спасибо большое. На той неделе я буду в Якутске, если что, то я готов тоже очно встретиться, если надо. Ага. Ладно, хорошо. Спасибо. Удачи вам. До свидания. Спасибо большое. Вот, и я приглашал нескольких YouTube-блогеров. К сожалению, этот самый Владислав Бродников, он находится в Жиганске. Вот, попросил Олеся Петровича вот, из Нюрбы. Ага, он этот самый, к сожалению, не смог подключиться. И также попросил Иркина Питерского
Якута он тоже обещал, но, к сожалению, не смог. Ага. Вот, но также вот я попросил Аркадия Семеновича Охлопкова вот из Усть-Алданского района. Вот у него больше 1500 подписчиков. Вот он тоже, к сожалению, не смог подключиться вот из Улуса в Zoom. Ага. То есть давайте тогда сейчас я перейду к этому. Ну, TikTok это молодежная, активно развивающаяся вот социальная сеть видеохостинга. Вот, и как Федот Семенович сказал, там ролики должны быть очень короткие. То есть вот 30 секунд ролик. Вот. Но в отличие от ТикТока, YouTube, он позволяет закачивать видео любой продолжительности. Ага. Вот как вы, наверное, читали, вот наш якутский фильм «Рядовой Черин» был помещен в YouTube. Ага, и этот набрал свыше 6 миллионов просмотров, ага, в YouTube. Вот, но YouTube чем отличается? Да? То есть, например, если для TikTok надо регистрироваться и так далее, как вот я показывал в дневниках Экотру, да, то в YouTube вы уже все зарегистрированы, кто имеет Android телефон. Потому что тот, кто имеет Android телефон, он зарегистрирован в Google. И тот, кто имеет аккаунт в Google, имеет право работать в YouTube. Ага. Вот. И поэтому повторной регистрации не требуется. Вот. И программа YouTube, она находится в телефоне уже. Ага. И вот если вы там откроете YouTube, надо будет нажать этот самый, что вы вот согласны зайти с аккаунтом Google. Ага, там сразу высветится аккаунт, вы по нему заходите, и здесь есть внизу кнопка плюс. Вы нажимаете кнопку плюс, и здесь этот самый видно несколько таких выбор, да, такой 4 пункта. Это создать шортс. Это вот YouTube пытается конкурировать с ТикТоком, поэтому можно тоже загружать короткие видео до 30 секунд продолжительности. Вот можно загрузить видео, начать трансляцию и опубликовать запись. Ну вот начать трансляцию, это получается вот как мы сейчас в Zoom видим друг друга, да, то же самое, но здесь будет односторонняя трансляция записи в реальном времени, ага, вот зрителям, да, и потом эта запись сохраняется в аккаунте YouTube, и можно будет ее повторно смотреть и опубликовать запись, то есть запись текстовый файл. Вот, и если вы там выберете загрузить видео, там выйдет этот самый дальше выбор, откуда загрузить видео. То есть вы прямо в телефоне выбираете там эти ролики, которые у вас есть. И если вы там сняли перед тем, как зайти в YouTube ролик, то он высветится, нажимаете на него, и он загрузится. И там надо будет дальше этому ролику присвоить имя, вот, и сделать короткое описание. То есть, если вы вот эти два условия выполните, то этот ролик будет загружен в YouTube. И можно будет на своем канале просмотреть. Вот. И что касается содержания вот, ролика, ну, тут меня больше всего поразило, да, это вот я читал в Ленте.ру статью про одного российского видеоблогера, да, который, ну, как оказалось, состоял на учете психиатрической больницы, вот, но его ролики набирали
по несколько миллионов просмотров. И самый такой крутой ролик был, что он вот в холодильник поставил телефон, ну, на записи, да, он уже стоял, записывал. Потом открывает дверь холодильника и говорит в экран: а что вы там делаете, а? Типа, в холодильнике. И вот этот короткий ролик набрал у него 2 миллиона просмотров. Вот, и сюжеты, в принципе, могут быть разные. И любого содержания. Так как мы общественники, вы можете выложить в YouTube видео с мероприятий, которые вы проводите. Вот можете выложить полное видео, да, или можете редактировать. Ну, конечно, вот так редактировать, как делают телевизионные компании, там, профессионалы, мы, конечно, не можем, но простое редактирование это возможно. Но вот что касается программ для редактирования, да, то я честно скажу, что в телефоне, хотя есть определенные программы для редактирования видео, у меня не получается. Вот, потому что все-таки там очень сложно. И маленький экран и так далее. Поэтому я редактирую видео на компьютере, потом с компьютера захожу в YouTube и выкладываю видео. Поэтому я вам тоже советую, например, не стремиться редактировать видео в телефоне, вот, а выходить с компьютера. Вот. Но хотя, с другой стороны, да, вот, например, я выложил один ролик, который набрал больше 100 тысяч просмотров. Ну, я такой микроблогер, у меня всего все ролики набрали чуть больше 1 миллиона просмотров. И вот из них один ролик набрал 100 тысяч просмотров. Это вот я снимал реакцию зрителей на бой Хабиба Нурмухамедова с Макгрегором во Владивостоке. И там зрители, естественно, особенно зрительницы, то есть визжали, кричали, там выражали эмоции. И вот я этот ролик снял, и так как я был в командировке, компьютера с собой не было, смонтировал ролик в телефоне, вот, и выложил его в YouTube. И он оказался, ну, таким наиболее успешным таким моим роликом. То есть он попал в точку, да. Ну, 100 тысяч просмотров. Конечно, не миллионы, но все равно. Вот, и просто потом зрители некоторые критиковали меня, что вот у меня порядок выступления, там, так далее, не совсем четко выдержан. Ну, то есть в телефоне все-таки тяжело монтировать. Поэтому лучше на компьютере и более так спокойно подготовиться и так далее. Вот, но что касается частоты выкладывания видео, да, то в среднем крупные блогеры, вот, которые набирают миллионные просмотры, они делают законченный фильм с сюжетом, вот, где-то и выкладывают раз в неделю или раз в 10 дней. Вот, но я в основном выкладываю короткие такие сюжеты из текущей повседневной жизни, но также выкладываю видео наших мероприятий. Вот вчера, как вы знаете, в Общественной палате прошло заседание, круглый стол по QR-кодам в общественных местах. Вот я записал первые 30 минут мероприятия и выложил в YouTube. Ну, набрал где-то 50 просмотров. Вот. Ну, что касается практической вот, пользы для общественников, YouTube, он важен и нужен тем, кто проводит крупные общественные мероприятия. То есть, потому что то, что вы залили в YouTube, оно там остается, хостинг там бесплатный, вот, и можно вот эти ссылки на мероприятия
использовать там спустя там, годы и так далее. Поэтому я считаю, что вот те общественники, которые проводят крупные мероприятия, там совещания и так далее, есть смысл записывать, есть смысл выкладывать их в YouTube. Вот. Хотя, конечно, могут вначале быть разочарования, потому что все равно просмотров будет немного, вот, но как сказал Федот Семенович, надо работать над тем, чтобы как бы стабильно, постоянно выкладывать и потом попасть в тренд и как-то выстрелить. Вот. Но что касается вот нашей республики, вот у главы республики Арсения Сергеевича есть свой видеоблог в YouTube. Вот во время выборов там был ролик «Один день из жизни главы», который вот он выложил, он набрал достаточно большое количество просмотров. Да? Вот также, как я уже сказал, вот Вячеслав Бродников, вот у него есть канал «Клевая рыбалка», который заточен вот для рыбаков, любителей рыбалки. Вот, и его видео набирает миллионы просмотров. Набирает миллионы просмотров. Вот, и также вот Олесь Петрович, который, к сожалению, не смог подключиться, вот он поместил несколько передач об отшельнике из Нюрбы. Вот русский парень остался в Нюрбе и жил в лесу. Вот, и он, Олесь его нашел, о нем делал ряд таких постов, видео. Вот, и им заинтересовались в Москве. И вот он с этим отшельником ездил на передачу на Первом канале вот, по поиску родственников, и там была организована встреча вот, отшельника с его родными, там, сестрами и так далее. То есть, в принципе, у нас в Якутии имеются достаточно такие известные популярные блогеры, да, и видео. Ну, также недавно в Якутуру была информация, что наша землячка, живущая в Китае, сделала канал про Якутию на английском языке. Вот, и ее ролик про Якутию, про наши морозы набрал 5 миллионов просмотров. То есть тут надо понимать, что интернет, он на 80% англоязычный. Вот, и если публиковать контент на английском языке, то его, конечно, будут воспринимать или смотреть и понимать большее количество пользователей интернета. Но там, конечно, проблема субтитров. То есть обязательно надо делать. Вот у меня вот в этом тоже есть проблема. То есть я пока не научился делать тайм-коды и не научился делать еще субтитры. То есть, я думаю, что для увеличения просмотров обязательно требуются субтитры. Чтобы, например, если запись на якутском языке, были субтитры на русском и на английском. Вот. И также, вот если выступает несколько выступающих в передаче, то можно было бы, например, делать тайм-коды, чтобы можно было, не перематывая, сразу вот переходить к этим выступлениям. Да? Вот я хочу в ближайшее время освоить вот эту практику тайм-кодов. Вот. Ну и что касается работы общественной палаты, да, то есть вот в общественной палате, как вы знаете, в палате третьего состава вот, были очень резонансные, громкие заседания, круглые столы вот, по вопросам загрязнения реки Вилюй, вот, по вопросам оптимизации медицинских учреждений.
Вот я все эти записи размещал у себя в канале. Вот, и они набирали, ну, небольшое количество, но зато они сохранены для истории. И тот, кто интересуется этими вопросами, может посмотреть вот, для себя, да, кто как выступал там и так далее. Вот недавно, если вы помните, вот Алроса подала в суд на известного общественника Александра Жураковского. Вот, и когда было судебное рассмотрение, вот, этот Александр поднял мой ролик о заседании, да, где были озвучены цифры загрязнения реки Вилюй. Вот, и на основе вот этой записи он смог доказать, что такие цифры, там 2 миллиона кубов загрязненной воды, там так далее, они были озвучены. Вот, то есть это уже получается как ну, видеодокумент того мероприятия. Вот, ну, пожалуйста, переходим к вопросам. Вопросы есть? Здравствуйте. А в YouTube-канале, когда буду снимать, там время не ограничено, да? Да, не ограничено. Там фильмы, как я сказал, полуторачасовые, двухчасовые. Я вот в свое время выкладывал это заседание круглых столов трехчасовые. Вот заседания с участием Михаила Фимовича Николаева, они были 4-часовые. То есть они все любого размера видеофайлы можно заливать. Ага. А с телефона напрямую можно, да, снимать? Да, с телефона, вот, ну, как я уже говорил, я вначале советую снять, а потом снять видео прямо с телефона можно выкладывать в YouTube. Но там важно, чтобы у вас этот самый телефон, в телефоне интернет был безлимитный. Потому что, Хорошо. потому что файлы, да, достаточно большие. Там по 1,5 гигабайта, по 2 гигабайта могут быть. Хорошо, спасибо. Ага. Ага, и на этом мы завершаем 4-е занятие школы блогеров Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Вот видео нашего занятия я выложу в YouTube. Ага, и можно будет посмотреть спокойно. Ага. Ну, спасибо. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. До свидания.